На мой взгляд, это не зависит от его принадлежности к мужчинам или женщинам. Низкий уровень доходности. В каждом районе, в каждом населенном пункте есть такие учителя. Всем привет! Я Валентина Варламова, это проект «Из первых уст», и в этом выпуске мы узнаем, почему мужчины не идут в школы, а также коллеги поделятся опытом работы. Интересно? Поехали! Здравствуйте, меня зовут Андреев Иван Иванович, учитель английского языка Мархинской средней школы номер 1. Общий стаж работы в образовании 11 лет. Всем привет, меня зовут Чернов Олег Алексеевич, по образованию я педагог, общий стаж педагогом более 7 лет, а сейчас в данное время сменил род деятельности. Здравствуйте, меня зовут Алексей Климентьевич Семенов, директор 5-й школы города Якутска. Стаж у меня педагогический начинается где-то... Я университет закончил в 1997 году и начал работать в Намской улусной гимназии, но стаж у меня начинается где-то 1995 года, потому что тогда я проходил практику, и практика была продолжительная. И с 1995 года я работал и как учитель, и как лаборант в Намской улусной гимназии. Мои родители учителя. Мои братья, сестры тоже окончили педагогические вузы, да, и работают в сфере образования. Поэтому и наша семья является династией педагогической. Да. То есть мы подаем кандидатуру, да, как династия, пока нам этот статус нашей семье не дали. Поэтому учительство это выбор моей семьи, так и я тоже разделяю такой выбор. Так сложилось в моей жизни, да, то, что я записался на секцию вольной борьбы в школе, да, это в 5 классе. Занимаясь вольной борьбой, я поступил в Институт физкультуры, то есть Северо-Восточный федеральный университет. Продолжая учиться и параллельно оттачивать свое мастерство, я закончил Институт физкультуры и после этого начал работать в общеобразовательных школах. Профессию учителя я вначале хотел стать физиком. В школе, в моей родной городе Нюрба открылась станция юных техников. Я пошел туда на кружок радиоэлектроники. Ходил вначале в художественный класс музыкальной школы. И когда открылся станция юных техников, я увлекся радиоэлектроникой и хотел стать физиком. При поступлении у меня не хватило 1 балла, и я предложили поступить в педагогическое отделение. С тем я согласился, потому что мне до этого сказали, что можно будет перейти уже на 2-м или на 3-м курсе кафедры радиоэлектроники. Но когда я стал проходить уже практику, в родном Убаяне, потом уже в Намской улусной гимназии, я понял, что мне нравится работать в школе. Профессия учителя, она такая творческая, поэтому мне творческая работа очень сильно нравится, и я закрепился за педагогикой. На мой взгляд, это учитель, который следит за тем, что меняется в целом, в общем и целом в мире, да, следит за веяниями в образовании и держит руку на пульсе, все, и он стремится к развитию и всегда чувствует, что нужно для его учеников. На мой взгляд, учитель должен быть компетентным, идти ногу со временем, знать нововведения, то есть это у нас компьютеры и технологии, да, то есть быть, я считаю, наравне с молодежью. В идеале должно быть и то, и другое, потому что человек, если он сам себя не пропустил чего-то, да, допустим, не работал учителем,
может быть там лаборантом или кем-то еще, он понять не может. Даже вот, ну, эффективный менеджер, сейчас вот, ну, говорят, что все руководители это менеджеры, но на самом деле в своей предметной области они должны разбираться, ну, чем живет учитель, какие нагрузки, какую эмоции испытывать. Поэтому мне повезло, что я прошел, ну, весь этап. В последнее время, ну, по моей оценке, становится все больше, но это, наверное, вклад всей системы образования в нашей стране, да, потому что зарплаты учителей повышаются, и в общем статус учителя становится, ну, более престижный в последнее время, да, в последние года. Но раньше, наверное, думали, что учитель – это профессия женская. Но сейчас мы видим, что есть запрос на учителей мужчин, так как дом – это для детей школа является вторым домом, да, и как в семье там должна быть гармоничная с точки зрения воспитания, да, не только женщины, но и мужчины, да, и как показывает практика, да, где в классах, где учителем, классным руководителем является мужчина, то качество образования в этих классах повыше, чем в других. Скорее всего, это низкий уровень доходности, плюс очень большой коллектив женщин. И в-третьих, я думаю, мужчина, да, вообще по натуре как бы добытчик, школа, как бы она однотипный, да, скажем, однотипная работа, и мужчине как бы долго на одном месте не сидится. Ну, учителей мужчин в школе, вообще учитель это призвание, и не любой человек, вот, не любой может стать учителем. Ну, в свое время я, когда набирал педагогов на работу, я пропускал через вот лагерь «Спутник», который в городе, и те люди, которые выдерживали круглосуточное пребывание с детьми, в последующем вот, я давал приглашение на работу. А с мужчинами еще сложнее, потому что мужчина это глава семейства, он должен обеспечивать семью. Были моменты в жизни, периоды, да, когда мы работали на заработную плату 5000, да, и вся зарплата уходила только на пропитание семьи, а на остальное мы где-то на стороне искали, подрабатывали. Поэтому очень важно, чтобы в коллективах была такая возможность, чтобы зарплата была достойна, первая, чтобы все потребности человека, которые имеются, чтобы они удовлетворялись в коллективе. Вот. Это относится как бы женской половине и мужской. И мужчин мало, потому что просто мужчина работает больше, то есть в любых других отраслях зарплата может в основном выше. Поэтому даже если касается меня, если заработная плата была бы ниже определенного какого-то момента, наверное, моей семье было бы туго, и я бы, наверное, перешел бы в другую отрасль, например, в строительство. По моему опыту, да, встречаются сложности. Это крайняя эмоциональность, наверное, но справляемся, все нормально. Я считаю, мужчине в женском коллективе наоборот приятно работать. Всегда приятно работать, когда тебя окружает прекрасный пол. А во-вторых, в зависимости, какое поколение женщин тебя окружает, и есть ли на самом деле поддержка со стороны женщин. Тут зависит от коллектива, наверное, скорее всего, есть и понимание. Даже в некоторых коллективных договорах оговаривают, что мужчина в начале сезона охоты разрешает отгульные дни такие спокойно, чтобы. И в сельской местности, допустим, там тоже Намская областная гимназия, когда работал, мы открывали
охотничий сезон. Ну, потребности, я про потребности уже говорил. Ну, потребности же вот, ну, разные. Вот, мужчины и заготавливали лед, и охотились, и вот, ну, все условия создавались. И ну, в 5-й школе тоже есть возможность, если у нас мужчин будет достаточное количество, мы можем и ну, коллективно ходить и на охоту, или там где-то строить и так далее, улучшать условия ну, жизни для своей школы. От человека же зависит. Если он себя чувствует уверенно и знает свое дело, вот, и мужчина, и женщина может вызывать доверие. Если у него чувствуется неуверенность в себе, конечно, доверие вызывать не будет, поэтому мы должны постараться, чтобы ну, каждый член коллектива чувствовал себя уверенно, зная свою предметную область и ну, компетенции в общении и с детьми, и с родителями, и внутри коллектива, чтобы была вот, гармония. На мой взгляд, это не зависит от его принадлежности к мужчинам или женщинам. Это зависит больше от его профессиональной компетенции, да, как он себя ведет, как он относится к своей работе и личным контактом с детьми, как он контакт налаживает со своими учениками и его родителями. Мой выбор, да, почему так сложилось? Во-первых, это доходность, то есть малооплачиваемая работа, да, я считаю. Во-вторых, это с коллективом, который меня окружает именно по моей деятельности, да, учителем физкультуры. Тоже как бы, да, мы не сошлись, скажем, характером. Ну а в-третьих, чего-то нового решил попробовать, вообще перестроиться на другую деятельность. Да, есть у меня такие мысли снова вернуться в школу, в зависимости, в каком направлении буду работать и в каких условиях. Да, я знаю нескольких своих коллег, которые добились того или иного успеха в своей профессии, да, высоко оценены системой образования, руководителями нашего Министерства образования, да. Это учителя города Якутска, это учителя и из ближайших вузов, из дальних вузов, да. Вот, поэтому я горжусь тем, что вот являюсь коллегой таких учителей с большой буквы, да? Ну, мне, наверное, повезло. Я работал у Валерия Николаевича Попова, директора Намской улусной гимназии. Работал с Николаем Константиновичем Черяевым и вот, Нина Афанасьевна Алексеевой. Это те люди, которые создавали с нуля свои школы. И, наверное, вот, их можно перечислить вот таким людям, вот, созидателям, великим педагогам, которые сделали для развития системы педагогики в нашей республике. Вот благодаря этим людям у нас появились впервые школы повышенного уровня в нашей республике. И их много на самом деле. В каждом районе, в каждом населенном пункте есть такие учителя. Кроме этих руководителей, есть учителя, которые ежедневно занимаются с детьми. Я таковых знаю много. И в 5-й школе я вижу, что есть много преданных учителей, которые работают с детьми, не ради там чего-то, да, это их призвание. Поэтому их смело можно перечислять таким же людям. Не обязательно быть, чтобы все знали. В школе же знают, хотят к какому-то учителю начальных классов все родители. Прямо такой ажиотаж поднимается, да. И учителям-предметникам то же самое. Поэтому их много. И они есть среди нас. Они не когда-то где-то были, они и будут в будущем.
Это запах новой краски. Знаний. Пицца, запах столовой. Звонка. Детский. Гул. Коржика, который подавали в начальном классе в моей родной школе. Сладкой булочки. Наверное, компот.